Ассаламу алейкум. Приветствую вас, друзья. Для начала, я думаю, будет правильно, если я сделаю небольшое введение той причины, по которой я оказался перед включенной камерой. Знаете, когда человек за определенное время по каким-то меркам и долгое время думает о чем-то, переживает, беспокоится, пытается понять происходящее, и когда течение происходящего, когда он видит в том, что данная ситуация, так как она идет, не приведет к благому, то беспокойство растет. И со временем это беспокойство переходит в такую форму, когда у человека появляется желание поделиться с тем, что он видит, так как он видит, попытаться найти ответы на некоторые вопросы. И для более точного понимания, так как я могу свое мнение, мне свое мнение может показаться самым правильным, верным, но со стороны человек может дать на это свой взгляд, и это может заставить тебя пересмотреть свое мнение. И именно поэтому я думаю, поделиться с вами пойдет на пользу. Если Аллах даст, то кто-то меня услышит. Если это Аллахом не суждено, получается, меня никто не услышит. Но желание поделиться в форму видеоформат, я хочу перевести его на этот формат. И тема, вопрос, на который я хочу поделиться, это аух. Мое имя Турпал Али, я проживаю в Аухе, и я хочу выразить свою точку зрения по поводу ауха. В моем понимании, как я вижу слово аух, это, знаете, такой сжатый такой комок, в котором очень много боли, много страданий, переживаний, много жертв. И с другой стороны, это, знаете, с другой стороны, в аухе очень много имана, много терпения и миролюбия. Со своей более 30 лет, сколько бы я ни думал об аухе, у меня никогда не было сомнения в том, что ауховский вопрос будет решен, Ауховский район будет восстановлен. Но всегда передо мной стоял вопрос, что нужно для этого, как это произойдет. Я думаю, что нужно для этого, в принципе, если выразить одним словом, это понимание, а как это произойдет, это зависит от наших сегодняшних действий. Не только от, в принципе, по большому счету, это зависит от действий тех, кто живет в аухе, в чеченских домах. К этому придем мы чуть позже. И знаете, вот казалось бы, да, вот тема ауха, она уже с 56-го года, уже около 80 лет. И со временем, да, за такое время
когда об этом говорится год за годом, месяц за месяц, месяц за месяцем. И за это время все, она должна была, как бы, вот сама тема, сама эта боль должна была раствориться вот во времени, да, но все происходит совсем не так. Знаете, когда человек доходит до определенного возраста, когда у него появляется своя семья, своя забота, свое хозяйство, и он когда на себе человек чувствует все эти сложности жизни, и человек в этом возрасте намного четче, намного чувственнее понимает то, что пришлось пережить нашим родителям. Тем, кого выслали. И знаете, наши отцы, матеря, бабушки, дедушки за одну короткую человеческую жизнь им пришлось построить свою жизнь 3 раза. Это большая нагрузка для одной человеческой жизни. Давайте, смотрите, когда перед тем, как выслали, однозначно, как и во все времена, были молодые семьи, вот, которые только построили свой дом, создали свою семью, и в это время их выселяют. Получается, потеряли все. Потом дорога в Казахстан, Среднюю Азию, там же их не ждали в готовых селах, готовых домах. И там им пришлось как-то обустраиваться, крыша над головой, еда. И к этому и за 13 лет они к чему-то пришли, какому-то ходу жизни. Крыша у кого-то там появилась над головой, еще что-то. Как-то жизнь продолжалась, как бы она сложной ни была. Обратно домой. Оставили все, что там сделали, пришлось оставить. Вроде бы едут домой, да вот, там, где есть их дома, села. Но когда уже приезжают, в их домах живут другие люди, возвращать не собираются. Я думаю, что вот этот 3-й удар вот по судьбе человека был 3-й удар не слабее предыдущих 2, несмотря на то, что они ехали домой. Несмотря на то, что путь был домой. Вроде бы он должен быть радостным, но удар дома их ждал, получается, не слабый. И снова, зная то, что вот есть село, и путь к их селам закрыт, дома возвращать не хотят, зная то, что вот есть дом, и ты не имеешь возможность заселиться в свой дом, это большой удар. Большой удар по такой моральный большой удар. И это 3-й раз, когда и снова нашим отцам, матерям пришлось обустраивать свою жизнь. И знаете, когда человек, когда чеченец говорит о своем, о том, что нужно вернуть чужое, и тут из заселенцев, из тех, кто живет в чеченских домах, у них появляется такое, они говорят, они на это реагируют так, как будто вот тот, кто просит вернуть свое, якобы он разжигает межнациональную рознь. Знаете, само суть разжигания непонимания, оно исходит из того, когда у одного человека есть претензии к другому человеку.
Если бы в данной ситуации, если бы те, кто сегодня живет в наших домах, не заселились бы в наши дома, если даже их заселили, если бы они вернули в наши дома, то самой причины для непонимания уже не было бы. И однозначно сейчас найдутся те, которые захотят сказать то, что я сейчас разжигаю рознь. Нет, я рознь не разжигаю. Если бы вы не заселились бы в наши дома, то у меня причин не было бы говорить сейчас на камеру. И сейчас, если мне суждено говорить на камеру, то я сейчас бы говорил о вас со словами благодарности за понимание. И первый шаг к разжиганию межнациональной розни вы сделали, когда заселились в наши дома. Второй шаг вы сделали, когда расформировали район, переименовали села. Третий шаг вы сделали, когда мы возвращались, когда заблокировали путь к нашим селам, домам и делали все для того, чтобы сохранить наши дома у себя, вместо того, чтобы их возвращать. Это был третий ваш шаг к разжиганию розни. Из 1956 года каждый день, год за годом, имея возможность вернуть чужое, вы идете к непониманию, к розни. Это не мы идем. Когда сегодня чеченец говорит то, что нам нужно собраться, обсудить вопрос, прийти к справедливому, логическому завершению этого вопроса, получается, когда чеченец, несмотря на то, что в этой ситуации пострадал, когда чеченец ради Аллаха, ради будущего наших народов, ради будущего наших детей, говорит то, что нам нужно собраться, получается, чеченец тушит этот костер розни. А когда те, кто сегодня живет в наших домах, вместо того, чтобы на это реагировать и идти навстречу, когда вы это игнорируете, вы, получается, наоборот, поджигаете снова этот костер розни. Ситуация так получается. И мы в этой ситуации никак не являемся разжигателем розни. Мы мало того, что потеряли, но мы и ищем путь к решению мира на этот вопрос. Так как сейчас у меня несколько раз я сказал то, что заселенцы, имея в виду этим, то, что те, кто сегодня живет в наших домах, что они якобы сами заселились. Вот мое слово «заселенцы» именно об этом и говорит. Сейчас, возможно, кто-то вот схватится за это слово и скажет, вот нас тоже, как я слышал об этом, вы говорили неоднозначно, то, что вас тоже выгнали, вы тоже пострадали от депортации, вас якобы выгнали со своих домов, заселили в наши дома, и, в общем, вы от этой ситуации тоже пострадали. Знаете, вот есть такое, знаете, есть слово человека и дело человека. Когда слова человека закрепляются словами, соответствующие его словам, это да, это настоящее, это правда. А когда человек говорит одно, но его действия другие, противоположные, то есть эти слова не имеют никакой силы. Так как то, что вы говорили, что от этого пострадали, это всего лишь слова, на мой взгляд. Ваши действия говорят по-другому. Почему?
Когда человек, само происхождение слова, на мой взгляд, страдание, слово страдание, это исходит от того, что человек что-то теряет, будь это жизнь, здоровье, имущество и так далее. От этого к человеку приходит страдание, а когда человек приобретает, приходит радость. Человек всегда желает поскорее избавиться от страданий, и человеку всегда хочется сохранить радость. Если вас выслали со своих домов, и вы от этого пострадали, почему вы с 1956 года не избавились от своих страданий? Страданий от того, что заселили вас в наши дома. Мы же вернулись. Почему вы это не могли, если вы от этого страдаете? Значит, страданий нету. Давайте и вы пытаетесь сохранить наши дома у себя. Значит, от этого к вам пришла радость. То есть слова говорят одно, а действия ваши другое. И поэтому, исходя из этого, ваши действия говорят не о том, что вы пострадали, а о том, что вы радуетесь от этой ситуации. Это ваши действия, так говорят тех, кто сегодня живет в чеченских домах ауха. Давайте еще немного углубимся в этот вопрос, для того, чтобы более была картина понятной. Когда вас выселяли, сколько человек из вас пострадало от тех, кто вас выселял с ваших домов? От того, что вы сопротивлялись тем, кто хотел вас выслать со своих домов. Сколько человек от этого у вас пострадало? Среди наших отцов есть пострадавшие от того, что не хотели покидать свои дома. Сколько человек у вас пострадало на пути от ваших домов до наших домов? Это в одном регионе и расстояние не более 10 километров. Сколько человек вы на этом пути похоронили? Ни одного. Наших отцов и матерей выслали за более 2000 километров. И на всем этом пути лежали тела наших отцов, матерей, братьев, сестер. И это до самого конца. Вот что такое страдание. Вот что такое, когда ты теряешь здоровье, жизнь, имущество. Сколько человек у вас пострадало, проживая в наших домах в первое время? Сколько человек? Именно от того, что вы живете в наших домах, сколько человек у вас пострадало? Вы ушли со своих домов и пришли сразу готовые дома. Вот сколько человек? Наши отцы и матеря первые годы от холода, от голода, от болезней массово первые годы умирали. Вот что такое страдание. Когда ты теряешь свой дом, когда ты теряешь свое здоровье, когда ты теряешь родного человека, вот страдание. И от этого страдания через 13 лет мы воспользовались первой же возможностью для того, чтобы вернуться к себе домой. И исходя из этого, именно эти ваши действия не говорят о том, что вы пострадали от депортации. И давайте сейчас посмотрим на ситуацию так, как было бы, если бы все произошло по-другому. Если вместо того, чтобы
расформировать район, переименовывать села. Если бы вы вместо всего этого сохранили бы все как есть, и когда мы возвращались домой, если бы вы возвращали бы нам наши дома, наши села, вы бы сейчас жили бы в тех же условиях, в которых живете. Это ваш хак, то, что дал вам Аллах. Вы жили бы сегодня в тех же условиях, в которых вы живете, но при этом вы по-настоящему стали бы самым родным народом для чеченцев. Исходя из тех, кто сегодня живет в наших домах, из их лица самым благородным народом на Кавказе стал бы весь их народ. И сегодня вас приводили бы как пример для подражания. Не только на Кавказе, но и во всем мире. Сегодня в исламе ваши благородные действия приводили бы как пример для подражания во всем исламском мире. Чеченцы о вас добрым словом по всему миру говорили бы. Сегодня, если мне Аллахом суждено говорить на эту тему на камеру, сегодня я говорил бы словами благодарности. Как мы сегодня говорим, как все чеченцы сегодня говорят при первой возможности, слова благодарности казахскому народу. Вот что было. И этим вы взяли бы намного больше. Не только от Аллаха, но и от братского народа. Сегодня каждую вашу беду мы бы делили с собой. Но у вас тогда перед вами стоял вопрос: брат или дом брата? Мусульманин брат, кавказец или сосед, или его имущество. Вот перед вами стоял этот вопрос. Но вы сделали выбор в пользу нашего имущества. Но и это все можно забыть, пока сегодня чеченцы говорят о том, что нам нужно сесть за один стол. И глубоко ошибается тот, кто считает за слабость иман чеченского народа, терпение чеченского народа, миролюбие чеченского народа. Вот когда это все принимается за слабость, этот человек глубоко ошибается. Потому что чеченцы повидали много страданий, много бед, и чеченцы хорошо знают цену мирной жизни. И это совсем не значит, и это совсем нельзя сравнивать с слабостью. Знаете, Ауховский, сама территория Ауховского района, это та территория, на которой жили чеченцы. Неважно, сколько простоял на этой территории название Ауховского района. Это, хотя говорилось где-то, что вот Аух простоял совсем недолго, это никакого значения не имеет. У чеченцев, у коренных жителей, у чеченцев Ауховского района, само слово Аух у них в сердцах было всегда. Просто формально, юридически, юридического названия просто не было. Каждый человек сегодня ту территорию, на которой он живет, та территория на этой земле, которая является их, этот народ имеет свою часть
территории называть так, как они хотят. Мы назвали его аух. Могли назвать по-другому. Это наше дело. И важность этого в том, что на этой территории жили чеченцы. Сегодня каждый из нас, кто-то уже столкнулся или даже столкнется с тем, когда человек планирует строить дом, у человека человек всегда встречается с мыслью о том, чтобы построить дом таким, чтобы после его смерти в этом доме было жить комфортно его детям. И Ауховский район, все дома, все села, все, что там делалось нашими отцами, матерями, для нас, а не для тех, кто сегодня там живет. Мы будем бороться за настоящее, прошлое, будущее Ауха столько, сколько это нужно и так, как это нужно. Потому что Аух – это наш дом. Дом, который создавали, строили наши отцы и матеря. И это восстановление Ауховского района, это долг сегодняшнего поколения, будущего поколения. Долг перед нашими отцами и матерями за заботу, которую они вложили на территорию Ауховского района ради своего будущего, значит, ради нас. И сегодня забыть об Аухе – это равносильно тому, чтобы забыть о своей истории. Это равносильно тому, чтобы не ценить труд своих родных, близких, своих предков. Это равносильно этому. И поэтому мы будем бороться за Аух столько, сколько это нужно, так, как это нужно. Ради каждого чеченца, которого выслали, ради каждого чеченца, который умер на пути, ради каждого чеченца, который не вернулся обратно, ради каждого чеченца, ради каждую нашу мать, которые не дожили до сегодняшних дней. Ради каждого отца и мать, который сегодня доживает свои последние дни, мечтая вернуться в свой дом. Ради каждого из них мы будем бороться за Аух. Так, как нужно. И столько, сколько это нужно. Каждый из нас, когда мы стоим перед могилой наших стариков, бабушек, дедушек, каждый, несмотря где он живет, в какой бы регионе и так далее, провожая своего человека, каждый из нас переживает чувство утраты родного человека. Но мы своих провожаем дополнительно к этому с чувством понимания того, что очередной наш отец или очередная наша мать ушла из этой жизни, мечтая вернуться в свой дом. И это происходит год за годом. И год за годом наших отцов и матерей становится все меньше и меньше, которые прошли все эти сложности депортации. И год за годом, зная то, что их становится все меньше и меньше, нам становится все сложнее и сложнее понимать это. И
как и с самого начала. И сейчас я повторюсь, что у меня никогда не было сомнения в том, что Ауховский район будет восстановлен. Вопрос стоит в том, как мы это сделаем. Во всем, что мы делаем, остается след. Важно, чтобы мы оставили след своих действий благоприятным для будущего наших детей. И этим тем самым сегодня чеченцы тушат этот костер непонимания между теми, кто живет в наших домах. Вопрос в том, как будут действовать те, кто живут в наших домах, именно по этому вопросу. Многое зависит от вас.